Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Община мусульман. В них заключена несомненная польза как для личности, так и для общества. Это одно из величайших благ мира. В них человек забывает о суете, словно прикасается к вечности, а сердце наполняется покоем. Все это о мечетях, дарованных нам Всевышним Аллахом. Следовательно, поскольку мечеть является источником стольких благ, преуспеет лишь тот, кто обращается к ней и привязывает к ней свое сердце. В убытке окажется тот, кто отворачивается от нее и связывает свое сердце с чем-то иным. Когда мечеть живет и выполняет свое предназначение, она становится источником множества благ, как для ее прихожан, так и для окружающих. Сколь много людей начали совершать намаз по причине существования мечети, сколько людей покаялись по этой же причине. В наши дни люди массово страдают душевными заболеваниями по причине одиночества, скуки и чрезмерного комфорта. Но те, кто посещают мечети и совершают в них свои молитвы, в большинстве своем защищены от таких недугов. Невозможно представить себе существование ислама без мечети, как не поддается пониманию и образ жизни мусульманина без посещения мечети. И поистине мечети принадлежат Аллаху, говорится в аяте, и достаточно лишь одного этого аята, чтобы оценить достоинство мечети. Хотя в этом мире нет ничего, что не принадлежало бы великому Аллаху, но когда Он что-то выделяет из всего существующего, Он тем самым подчеркивает, что этот объект имеет особую ценность. Добавь к этому священный хадис, где говорится, самые любимые места для Аллаха – это мечети. Община мусульман. Мечеть – это дом Аллаха и лучший из всех домов. Следовательно, мы никогда не должны забывать о ее достоинствах. К формам почитания мечети относятся посещение ее в чистом одеянии, в чистоте и благоухании тела и приятном запахе изо рта. Только при этом условии твоя молитва и молитвы других людей могут быть полноценными и сладостными. В противном же случае тот, кто вошел в мечеть, будет стремиться покинуть ее как можно быстрее, а бремя этого греха будет лежать на тебе. Мечеть, среди прочих целей, существует для совершения молитвы в джамаат, а джамаат становится настоящим лишь тогда, когда его люди добры, улыбчивы и приветливы друг к другу. Когда искренний мусульманин видит другого мусульманина молящимся, он радуется с мыслями о том, как это прекрасно, что этот человек тоже поклоняется Аллаху, исполняя свой долг перед Творцом. Но, к сожалению, есть и другой тип людей. Людей замкнутых, которые сосредоточены только на своих личных делах. Они ходят в мечеть, но не контактируют с людьми. Ничего о них не знают, и о них никто не знает. Приходят и уходят с каменными лицами. Существует и совсем противоположный тип людей, которые слишком часто контактируют с прихожанами. Они следят за всеми, кто входит и выходит, за тем, кто совершает молитву и кто как обращается с мольбой к Аллаху, и пристают к тем, кто молится не так, как они, пока у тех не возникает желание убежать с мыслью, зачем я вообще пришел в эту мечеть. В Священном Коране есть один аят, который имеет невероятно устрашающее значение. Верующий человек должен избегать того, чтобы не оказаться в числе тех, на кого этот аят указывает. Аллах Всевышний говорит: кто может быть злостнее того, кто препятствует тому, чтобы в мечетях Аллаха поминали Его имя, и тех, кто пытается их разрушить? Если тот, кто не пускает человека в мечеть и запирает ее, совершает большой грех, то уподобляется им и тот, кто отвращает людей от посещения мечети, и каждый, кто мешает людям спокойно посещать мечети, тоже имеет к ним отношение. Когда мы слышим, что в каком-то месте мечеть закрыта и в ней не дают молиться, наши волосы встают на дыбы, и нас охватывает гнев. Но бывает так, что мы своим же поведением, сами того не осознавая, держим мечеть закрытой. Это когда двери мечети по факту открыты, а сердца прихожан замкнуты.
Пусть каждый из нас строго спросит себя, заметив в себе изъян, искореним его без отсрочки. И да не прельстит нам мнимая высота, нередко тот, кто мнит себя впереди, в действительности оказывается среди отставших. Да сделает Всевышний Аллах полезным для нас услышанное сегодня. Да дарует нам Всевышний жить, воздавая должное Его дому, получая из него полную награду и не возлагая на себя грех, причиняя вред другим. Аминь.